Знаменитые на весь мир и самые посещаемые достопримечательности Абхазии – озеро Рица и город Новый Афон. Именно эти маршруты пользуются наибольшим спросом как у отдыхающих в Абхазии, так и у въезжающих на экскурсии в нашу республику туристов. Первая остановка и первое нарушение – знаменитый водопад Девичьи слезы. Существует легенда, если загадать желание и трижды умыться этой водой, то оно обязательно сбудется. Правда, местные коммерсанты рекомендуют для стопроцентного исполнения повязать здесь 3 ленточки. Вот почему на свисающих растениях так много разноцветных символов исполнения желаний. Для экологии Абхазии такая деятельность не представляет опасности, считает председатель Госкомитета по экологии и охране природы Савелий Читанава. Но то, что автобусы и маршрутные такси высаживают пассажиров прямо на проезжей части – грубое нарушение правил дорожного движения и безопасности, тем более, что посещение данного водопада не входит в экскурсионный маршрут. Кроме того, на пешеходной дорожке моста организована несанкционированная торговля. Здесь категорически запрещается торговать. Здесь пешеходная дорога. Они перекрыли дорогу, тем самым пешеходов вынуждая идти на проезжую часть, и они путаются вместе с машинами. Безопасность здесь уменьшается. Во-первых, здесь место с ограниченной видимостью. Категорически запрещается оставлять транспортные средства в категорической форме. Транспорт стоит по правой, по левой стороне, а между ними люди, понимаете, здесь не положено останавливаться на сегодняшнее время. Если когда-то, конечно, соответствующие площадки будут созданы, имеется в виду посадка и высадка пассажиров будет осуществляться, и если речь идет о экскурсионных группах, то где можно располагать экскурсионную группу и показывать тот объект, который они хотят показать, то если будет соответствовать, то тогда можно и допускается в тех случаях. А на сегодняшнее время мы, как Министерство по туризму, когда нам предлагают разработанные туристско-экскурсионные программы, включить данную ситуацию, данный объект мы не можем. Следующая остановка – Медовый двор. Хозяин заведения, индивидуальный предприниматель Дмитрий Кукускерия, утверждает, что его продукция высшего качества. У предпринимателя есть и подтверждающие этот факт документы. Мед правильно и красочно упакован, что, безусловно, привлекает покупателей. Здесь даже есть ульи-витрины, чтобы туристы могли наблюдать за процессом производства меда. Единственное замечание главного санитарного врача республики Людмилы Скорик – отсутствие специальной этикетки. Единственное, что нету здесь, это непосредственной этикетки на этот мед, где будут указаны данные самого изготовителя, то есть с чьей пасеки реализуется этот мед. Плюс не указано, значит, какого года сбор этот мед. Ну и к какому меду относится. На КПП Рицинского национального парка комиссию встретила директор парка Рита Лолуа. Первая остановка уже на территории национального парка Голубое озеро. Невозможно не заметить позитивные изменения, которые здесь произошли за последние несколько лет. Под автостоянку и рынок выделены специальные площадки. Но после осмотра продукции, предлагаемой на местном рынке, у главного санитарного врача республики возникли вопросы. Отсутствие этикеток на продукции собственного производства. Есть продукцию, которую мы даже не можем идентифицировать. Да? Например, вот бутылочка, то есть непонятно, что там налито, какого оно качества, когда оно изготовлено, что сделано. Рита Лолуа рассказала Дауру Аршба о том, как здесь организована работа. После проведенных берегоукрепительных работ появилась возможность расширить пешеходную зону и организовать площадку для отдыха. Следует отметить, что по всей главной трассе, вплоть до перевалочной высоты, установлены мусорные урны. Повсюду чистота и порядок. Следующая остановка уже непосредственно на озере Рица. О необходимости создания здесь медпункта говорили не один год. И вот такой пункт уже функционирует. Все таблетки, медикаменты, все есть. А часто бывает, что обращаются? Да, очень часто. Но тут уже первую помощь оказываем. Вдруг, если тяжелые такие больные, уже отправляем. Также на всей территории парка приведены в порядок общественные туалеты и канализационные стоки. Где было необходимо, установлены новые перила и выложена плитка.
Мы проводим ямочный ремонт дороги, укрепляем берега, ремонтируем туалеты, наводим красоту, где-то что-то осыпалось после снега, после морозов. Помимо этого мы провели вот новые канализационные водопроводные трубы и с одной стороны, и со второй. И вывели их, как и положено, вывели на наши очистные сооружения. Вот, к сожалению, у нас проблема с очистными сооружениями. У нас там идет механическая обработка только и всего. Реанимировать его, привести в полное соответствие. Мы занимаемся документацией, но опять-таки по деньгам, там колоссальные деньги, вот, порядка 20-25 миллионов. Мы просто не тянем такую работу. Людмила Скорик выбрала для проверки самый крайний ресторан абхазской кухни «Нарт». Здесь всю еду готовят на костре. За исключением небольших замечаний, в основном к работе данного заведения вопросов не было. Никаких отравлений, никаких заболеваний наша абхазская кухня никогда не вызывала и не будет вызывать у наших отдыхающих и посетителей. Почему? Потому что термическая обработка происходит в момент подачи посетителю. Хранение готовой продукции не ведется. Дальше комиссия отправилась в город Новый Афон. После осмотра рынка на территории возле водопада те же замечания, а именно отсутствие на продукции этикеток и нарушение правил реализации и хранения некоторых продуктов питания. Члены комиссии посетили и историко-архитектурный объект «Анакопия». К организации работы на данном объекте вопросов не возникло. Ухоженный, тропа, которая располагается, также благоустроена, безопасно. Экскурсанты посещают. Ну, экологи здесь, я думаю, больше скажут, как они относятся к окружающей среде. Вот также надо относиться к природным памятникам, вообще к историко-архитектурным памятникам, заповедникам. Если мы также будем эксплуатировать, и нашим гостям, и туристам будет нравиться. Если с точки зрения экологии говорить, то здесь немного печалит то, что Огневка все же сделала здесь свое дело. Вот здесь вот по вот этой стороне был самшит. Причем самшит не одного десятка лет, скажем так. Но, к сожалению, при входе там, ввиду того, что обрабатывается, самшит сохранен, а в глубине, к сожалению, он погиб. В целом экологическая обстановка очень нормальная, благополучная, я бы сказал. Члены комиссии решили осмотреть первый попавшийся участок городского пляжа. Никто не ожидал увидеть такую неблагоприятную картину. Данный пляж, если взять, он не оборудован и он не готов к эксплуатации, потому что вот мы визуально смотрим и нету вот ограничительных буев, технические зоны не определены, станций спасательных нету, плавсредств нету. К сожалению, дикий пляж, так можно назвать, да. Что касается кафе на этом пляже, то и здесь масса нарушений. Много претензий, будет передан этот объект на контроль в Гудаутскую СС, чтобы они проконтролировали, потому что замечание я им сказала, высказала на месте, предложение сказала, вот, а уже территориальная СС будет осуществлять контроль плановый. В завершении инспекционной поездки члены комиссии побывали в Новоафонской пещере. Сейчас здесь ведутся ремонтные работы, которые близятся к завершению. Совсем скоро будет введен в эксплуатацию так называемый накопитель, благодаря которому туристы смогут в комфортной обстановке дожидаться своей очереди. Что касается правил соблюдения пожарной безопасности, то здесь у членов комиссии не возникло никаких вопросов. Все здание и вагоны оборудованы необходимыми средствами. Административное здание, оно оборудовано пожарной сигнализацией, первичные средства имеются. Мы осмотрели состав, который доставляет туристов в пещеру саму. Он тоже оборудован сигнализацией и первичными средствами пожаротушения. По пожарной безопасности нарушений нет, да, грубых нарушений нет. Второй выезд специальной комиссии по туристическим объектам Абхазии выявил те же самые недостатки, отметил в завершении поездки председатель комиссии Даур Аршба. Речь идет в первую очередь о ситуации на берегу моря, на пляжах. За исключением некоторых участков, практически все они в ненадлежащем виде. Нет спасательных служб, к сожалению, это самый большой недостаток из всего того, что мы увидели. Практически люди предоставлены сами себе,
не очерчены технические зоны, нет вот этих буйков указательных. То есть здесь очень много работы в этой линии. Потом вот эти несанкционированные, это, ну, так называемые точки, это торговые точки. Казалось бы, они имеют разрешение, но вместе с тем продукция, которая выносится на торговлю, она не выдерживает, мягко говоря, никакой критики. Здесь тоже большой объем работы. Таким образом, по итогам работы комиссии сделаны выводы и выявлены основные направления, где необходимо исправлять ситуацию. И главное, люди, работающие в туристической сфере, должны быть заинтересованы в устранении существующих недостатков. Ведь от грамотной организации их работы зависит не только личный заработок, но и во многом имидж всей страны. Ирина Аршба, Тимур Гогохия, Абхазское телевидение.